В следующем году помощь из федерального центра может составить рекордные 95% расходов на реализацию нацпроектов. Такой предельный уровень софинансирования обязательств установил Минфин России. Проще говоря, выглядим мы на фоне других регионов Северо-Запада и не бедно, и не богато. Цифры хоть и намекают на дотационность нашего региона, однако являются благом в плане реализации многих затратных статей, так как большую их часть, чтобы обеспечить рост человеческого капитала, объявленного президентом, отныне сможет брать на себя федеральный бюджет в рамках нацпроектов. Одним из свежих примеров, ожидающих такую поддержку, в этот понедельник озвучен лично полпреду президента в Северо-Западном округе Александру Беглову. Сначала ему показали отремонтированный и обновленный 2 года назад лечебный корпус единственного в Коми детского санатория «Лозом». В год на реабилитацию туда, отметим, съезжаются более 3000 пациентов с тяжелыми заболеваниями. И вот на встрече с врачами ревизоры Санкт-Петербурга предложили поддержать строительство нового корпуса. Проект оценивается всего-то в 400 миллионов рублей. Итак, проблем с уверенностью, что при новом уровне софинансирования регион справится, быть не может. К слову, в прежние годы о таком и вовсе можно было лишь мечтать. Например, в 2015-16 софинансирование из федерации составляло лишь 35%. В 17-18 годах предельный уровень софинансирования составляет 70%. В августе пресс-служба Минфина Коми поясняла, что задачу своевременно и эффективно отрабатывать вопросы предоставления республике субсидий еще в 16-м персонально перед каждым министром поставил Сергей Гапликов. Как показала практика, с тех пор работа по взаимодействию с Центром по улучшению экономической ситуации в регионе не прекращалась. Как результат, часть высвободившихся средств республиканского бюджета можно будет направить на другие социальные цели.